Смысл аята таков. Скажи, ангел смерти, которому вы поручены, умертвит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу. В Коране этот ангел упоминается как ангел смерти. Ангел, который в день вашей смерти придет, чтобы забрать вашу душу. Когда же кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы умерщвляют его, и они не делают упущений. Смерть не может прийти раньше или позже назначенного срока. У нее никогда не бывает неточностей. Она всегда приходит вовремя. Смысл аята такой. Аллах забирает души в момент смерти, а ту, которая пока не умирает, во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока. Здесь имеются в виду те, чей час еще не настал. Так вот, когда мы спим, наше состояние сна – это почти и есть состояние смерти. И здесь говорится, что у некоторых людей Аллах забирает души во время их сна. А те, чьи души он не забрал, просыпаются обратно. Есть такая фраза «сон – это младший брат смерти». И чья-то смерть наступает во время сна, а чья-то в состоянии бодрствования. Дело в том, что когда мы спим, наши души выходят из тела и устремляются к Богу. Потом на утро они снова возвращаются к людям, и те просыпаются. А чья душа не вернулась и осталась у Бога, тот человек уже не проснется никогда. Воистину, на ангела смерти возложена обязанность извлекать душу человека из его тела и забирать ее с собой. После этого он передает его душу либо ангелам милости, либо ангелам наказания, и те берут ее в свою собственность. Я прочитал про это в книге Мишкатуль Миркат. Все это происходит по Божьему соизволению и приказу. Поэтому, если я скажу, что душу человека забирает Бог, это верно. Если я скажу, что его душу забирает ангел смерти, это тоже будет верно. Оба варианта здесь правильны. Понятно вам? Степень достоверности хадисов, говорящих об ангеле смерти, забирающем души, и наличии у него помощников, достигает уровня мутаваттир. Но мы не будем здесь говорить про все эти хадисы, так как их очень много. Кроме этого, мы обязаны верить в существование наказания, которое дается в могиле тем, кто достоин этого наказания. А если говорить яснее, тем, кто заслужил его. Вообще, насколько я знаю, в литературной речи слово «достоин» больше используется для чего-то хорошего, позитивного. Когда мы говорим, что человек достоин чего-то хорошего, а для плохого мы чаще используем глагол «заслуживать». Поэтому, если мы вместо слова «достоин» употребим здесь слово «заслуживающий», мне кажется, будет правильней. Потому что заслуживать можно и плохого, и хорошего, а быть достойным больше подходит для позитивных, нежели негативных вещей. Ну, не знаю. Спросим потом об этом филологов. Так вот, наша акида включает в себя веру в то, что наказание в могиле существует, и дается оно тем, кто его достоин, а вернее заслужил. То есть грешникам, да? Да, тем, кто это заслужил. Если они получают это наказание, и так понятно, что эти люди грешники. Но нельзя сказать, что все грешники получают его. Ведь не все грешники заслуживают быть наказанными в могиле. Потому что Аллах может помиловать кого-то и избавить его от этого наказания. А значит, слово «грешники» здесь не подходит. Будет правильнее сказать «тем, кто это заслужил». Почему этот вид наказания называется именно наказанием могилы? А все потому, что людей после их смерти в основном хоронят в могилах. Конечно, бывают исключения, когда останки человека остались непогребенными. Такое случается, когда он, например, утонул, и его тело не смогли найти, и другие подобные случаи. Кто-то может подумать, что наказание могилы постигает его только в том случае, если он будет погребен. И пытаясь избежать этого наказания, он просит не хоронить его тело в земле, а сжечь и развеять его пепел по ветру. Однако не имеет значения, был человек похоронен или нет. Если он заслужил данный вид наказания, он получит его независимо от того, был он погребен или нет. Несмотря на то, что название наказания связано с могилой, оно несет лишь обобщающий смысл. По той причине, что в большинстве случаев тело усопшего помещается в могилу. Но фактически, как бы ни умер человек, и где бы ни лежало его тело, он получит свое наказание, если заслужил его. Об этом свидетельствуют коранические аяты. Например, вот этот аят. Смысл его таков.
мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения. Из этого аята становится понятно, что малое мучение дается в могиле, а большое мучение в аду. Здесь под словом «меньшие мучения» имеется в виду именно наказание в могиле. Правда, некоторые могут не согласиться с этим, относя малое мучение к чему-то другому. Итак, аят гласит: «Мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения». И смысл аята такой: огонь, в который их ввергают утром и вечером. Кроме этого, в одном из своих хадисов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мне было ниспослано откровение о том, что в своих могилах вы пройдете через испытания, схожие с испытанием Даджаля». Есть еще один хадис, согласно которому наш пророк, алейхиссалату вассалям, однажды, проходя мимо двух могил, взял две веточки и воткнул их в каждую из этих могил. А потом сказал: «Поистине они оба подвергаются наказанию, однако не за большие грехи. Что касается одного из них, то он не прикрывался от собственной мочи, другой же распространял сплетни. Так вот, эти двое получат наказание. И это наказание они получат не за какие-то большие грехи. Возможно, сам по себе этот грех и считается большим, но в вашем понимании он может казаться незначительным. Эти двое получат наказание за свой грех, за грех, который они сочли незначительным. Один из них будет наказан за то, что никогда не очищался от собственной мочи. Это значит, что после справления своей нужды он не подмывался и не очищал свой половой орган от остатков мочи. Или же, когда он мочился, брызги мочи попадали на его штаны. Здесь два варианта. Если ты выходишь из туалета не подмывшись, то остатки мочи могут попасть на твою одежду, после чего она будет считаться оскверненной, и твое омовение будет негодным для совершения намаза. А второй из них был сплетником. Кто такой сплетник? Это тот, кто доносит слова одного человека к другому и тем самым создает между ними конфликт. В книге Мусайяра об этом говорится. Мусайяра — это книга по акиде, автором которой является Ибн аль-Хумам. Хадисы, описывающие мучения и наслаждения в могиле, дошли до нас цепочкой мутаватир. Вот. Те, кто не верит в это, говорят, что на это указывает лишь хадис ахад. Но это ошибка. Хадисы, касающиеся этой темы, являются хадисами мутаватир. Ахлю сунна валь джамаа знают, что хадисы, рассказывающие про наказание в могиле, являются мутаватир. Все правильно. Когда мы приводили до этого некоторые аяты, там же не говорилось про наказание могилы. Поэтому, исходя из этого, некоторые могут сделать неверное толкование. Но хадисы при этом имеют степень мутаватир. У имама Байхакки есть книга «Испат Азабиль Кабри». В ней он собрал все достоверные хадисы касательно темы мучений могилы и доказал, что данные хадисы имеют степень мутаватир. Вот. Так что отрицание истинности мучений в могиле равносильно отрицанию хадисов мутаватир. А акида, которая отрицает это, очень опасна. С этим соглашается даже человеческий разум. Наш разум мыслит в трех направлениях. Если хорошо подумать, то разум способен прийти к трем умозаключениям. Ваджиб, то есть обязательное, возможное и невозможное. Первое умозаключение – это «должно быть так». Второе – это «невозможно». И третье – это «возможно». Разум человека способен поделить все явления на три категории. Это «должно» или «обязано быть». Это «невозможно» и это «возможно». К первой категории относится, когда наш разум понимает, что данное явление просто необходимо иметь место. Относится обязательность наличия сущности Аллаха и Его божественных качеств. К первой категории, когда наш разум понимает, что данное явление просто должно иметь место, относится обязательность наличия сущности Аллаха и Его божественных качеств. То есть разум ставит обязательность существования Бога. Если разум человека размышляет в верном направлении, то для него наличие Бога является обязательным условием. А к тем явлениям, которые разум считает невозможными, относятся наличие у Бога партнеров, сотоварищей и детей, а также его способность обманывать или ошибаться. Всевышний Аллах пречист от всего этого. Здоровый разум не может принять то, что у Аллаха могут быть какие-то партнеры в виде других божеств. Разум не признает способность Аллаха обманывать. Разум не признает отсутствие Бога во Вселенной, а также не признает существование наряду с ним других божеств. Здоровый разум отрицает такие вещи. И третья категория, которую разум считает возможной быть, это заявления, которые, согласно разуму, могут иметь и не иметь места. Сюда относится все, в чем разум может колебаться. Возможно, есть, а возможно и нет. В таких спорных вещах наш разум должен опираться на доказательства из Корана и Сунны.
Если ты умом можешь принять какой-либо факт, но в то же время сомневаешься, истина это или нет, тогда тебе нужно найти доказательства из Корана и Сунны, подтверждающие данный факт, и, опираясь на эти доказательства, поверить в его истинность. Если доказательство относительно данного факта сильное, тогда вера в его истинность является ваджиб, то есть обязательной. Если доказательство приводится из Корана или хадисов мутаватир, тогда твоя вера в этот факт должна быть абсолютной. В эту категорию входят такие явления, как мучение в могиле, воскрешение после смерти, чаша весов в судный день, прохождение по мосту Сират, заступничество, рай, ад, все, что происходит в них и тому подобное. Твой разум может быть уверенным или неуверенным в этих вещах. Однако насчет них существуют явные доказательства, после которых ты не имеешь права сомневаться и обязан верить в это безусловно. А Аллах знает лучше.